Осенью каждого года в субботние дни центр города превращается в один торговый ряд, где в изобилии представляется продукция сельхозпроизводителей, личных подворий, пчеловодов и садоводов. На традиционную осеннюю ярмарку продукцию привозят со всего Зауралья, а также из близлежащих областей. Места для торговли предоставляются бесплатно. Предприниматели и горожане ежегодно ждут осенней ярмарки, ведь именно здесь можно приобрести практически все продукты по вполне доступным ценам. Мед он есть, мед полезен постоянно. И дети простывают, и сами когда простываем. Или гастрит я лечу медом салою. Мы набрали мед, на всю зиму набрали. Мясо Будем лечиться. Мясо купили, очень удобно, хорошо, можем поторговаться, дешево купить. Вообще здорово, что такие мероприятия у нас проходят в городе. Я купила уточку, очень довольна. Это ученик вот моей дочери, а теперь занимается, видите, сельским хозяйством. Молодец парень. Сейчас пойду поискать меда хорошего. Лук, мясо, капусту. Как цены, как настроение на ярмарке? Ну, отлично. Нормально. Нормально. Цены нормальные. Да вот прикупили капусту, будем солить. Ну, сейчас, наверное, вот последняя ярмарка подешевле стала чуть-чуть. Ну, так-то ничего, нормально. Что касается цен, то на завершающей ярмарке они приятно порадовали своим снижением. Лук, морковь, свеклу можно было найти за 18 рублей кило. Картофель предлагался по 15 рублей за килограмм, лук 20 рублей за тот же килограмм. В мясных рядах цена килограмма говядины начиналась от 250 рублей, а найти здесь можно было мясо на любой вкус. Конина, баранина, свинина, птица и даже национальный продукт козы. Мясо начала торговать недавно, только вторую неделю считай. Ну, цены вроде бы доступны. Здесь 280, 270, 250 вот рыбушки. В этом году всеми любимый башкирский мед продавался по вполне доступной цене. 3-литровую банку гречишного цветочного золотого лакомства можно было приобрести всего за 1000 рублей. В позапрошлом году участвовали в конкурсе мы по дегустации липового меда и заняли первое место в Башкирии. Наш мед занял первое место, липовый, именно липовый мед. Очень часто мы ездим по ярмаркам, к вам приезжаем уже 3 года. Ездим в Уфу на ярмарку, в Мелеуз, город. Сами мы из Кугарчинского района, с села Мраково. Пасека у нас стационарная в районе в нашем, а выездная на 49 лет мы взяли землю в Бурзянском районе и ставим там пчел. Вывозим на липовый мед мы уже в Бурзянский район. Кроме мяса, картошки, меда и других продуктов питания, на ярмарке большим спросом пользовались товары, что называется handmade. В морозные дни наиболее актуальны шали, варежки и шерстяные носки. Цена этих теплых изделий колебалась от 200 до 300 рублей за пару. Стоимость детской шали составляла 1600 рублей. Шаль побольше можно было приобрести за 2800 рублей. В общей сложности за все время проведения осенних ярмарок «Урожай-2015» было реализовано более 570 тонн различной продукции на сумму более чем 29 миллионов рублей. Алина Полянская, Альфия Янчурина, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.